Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Меня зовут Гульсум Халилова. Информационная служба АТР работает для вас. Следующие 40 минут в этой студии с нашим гостем обсудим самые актуальные новости, которые появились в информационной, украинской информационной и международной информационной повестке дня. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров вы же сейчас видите номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну и гость моей студии, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Мар'яна Безугла. Витаю вас. Витаю. Вооруженная агрессия России против Украины и оккупация Крыма свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны, а некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире. Об этом заявил при своем обращении к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский. Давайте вместе послушаем, что именно он сказал. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. Світ, у якому ми живемо сьогодні, такий самий складний, як і 75 років тому. Мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках нашого світу. За попередні 75 років людство піднялося на найвищі вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН дистанційно. Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресії та війни? Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб переосмислити своє існування на цій планеті? Способен ли сегодня мир остановить агрессию Российской Федерации? Но как раз мир способен. Способно ли отдельное государство? Ну, вполне понятно, что нет. То есть мы сами, как одна страна, не способны остановить Россию. Это возможно только в кооперации в мире как таковом и действительно восстановлении, потому что это было повреждено, восстановлении принципиальных понятий и возможностей и принципов международного сотрудничества и международных правил, потому что чем чреват, ну, фактически, какие следствия 2014-2015 событий этих лет? Это как раз дискредитация, мы прекрасно это понимаем, того, как работала стабилизированная система международных взаимоотношений и международной безопасности. Там мы можем вспомнить прецеденты и Будапештский меморандум, и аннексия Крыма, да, очень-очень важные и очень дискредитирующие то, что было достигнуто после Второй мировой войны, к сожалению. И это же, я считаю, фактически тоже элемент атаки. Это не раз дискутировалось, не раз обговаривалось, и даже приводились пример и как акценты, что со стороны России есть атака на международные институции и на тот понятийный аппарат, то взаимодействие, которое сформировалось и было более-менее действительным, более-менее доверительным в эпоху после Второй мировой войны. Ну, это понятно, но вы изначально сказали, что да, мир способен, но почему тогда ничего не происходит? В том-то и дело, что я отвечала на вопрос, а способен ли мир? Вот как раз как это сделать только миром? В нашем мире ни одной стране и даже не несколько стран, а это именно нам нужно сейчас латать архитектуру того международного взаимодействия, которое повреждено.
будет ли оно восстановлено в той мере, в которой она будет способна остановить то, что происходит. Это еще под Но вопросом. очевидно, что сегодня все то, что делается, чтобы остановить агрессию Российской Федерации, этого недостаточно, как мы видим, потому что конечного результата нет. Либо то, что делается, ну, то есть если говорить о санкциях, то это история в долгую, Это в не долгосрочной недостаточно. перспективе. Да, окей. А как мы должны разговаривать с нашими западными партнерами не только, чтобы убедить их в том, чтобы те приняли более радикальные какие-то меры в отношении России, чтобы скорее ее остановить? Видите, ведь мы есть только частью того, как сейчас конструируется мировой порядок. Ну, то есть мы есть и следствием, и частью, потому что сейчас геополитически происходят те или иные перетурбации, в том числе ситуация с Китаем, да, его экономическая роль, перераспределение сил и средств в мире, роль Соединенных Штатов и ведение с их стороны их роли в будущем, которая может довольно сильно даже модифицироваться как результат тех выборов, которые будут в ближайшее время. Также это вопрос, естественно, кризы коронавирусной болезни, эпидемии коронавирусной болезни, которая еще более усугубила некоторую инкапсуляцию, изоляцию стран. Притом изоляцию не только физическую, экономическую, да, которую мы наблюдаем, но также относительно того, на кого и на что можно надеяться, и каким образом можно строить между странами кооперацию. Потому тут можно признать, что ситуация дальше ухудшается. Притом то, что она ухудшается, на нее влияют факторы, которые от нас не зависят и которые вообще тематически с нами не связаны. Но общую тенденцию они ухудшают. И если смотреть даже на мир, который был там в 2014 году, и ту реакцию, которую мы выбрали на то, что с нами случилось, он сейчас хуже в 2020 году. Соответственно, что в таком ракурсе делать? Не останавливаться. Это все, что мы можем сделать. То есть вопрос быть последовательными, постоянно поднимать те проблемы, которыми мы столкнулись, чтобы они не исчезали из повестки дня. И дальше действительно очень много зависит от того, какую конфигурацию примет мир как таковой. Мгм. Скажите, а как вы считаете, нужно ли наконец уже на законодательном уровне назвать вещи своими именами? Войну войной, оккупацию оккупацией. Да, вот как вы считаете, нужно это сделать? К примеру, принять законы о пособничестве оккупанту, закон о коллаборационизме. Это интересный вопрос. Тут я больше это представлю как свое мнение. Конечно. Да, я считаю, что уже поздно. То есть несколько моментов. Во-первых, надо было с самого начала. И мы возвращаемся к началу нашей дискуссии, что даже тогда мир был в более лучшей выигрышной позиции относительно наших шансов по сравнению с тем, что сейчас. Сейчас уже сформировалась, снова-таки слово «конфигурация» и международная позиция. Уже заморозились в некоторой мере Минские соглашения, сформировалось отношение к нашей ситуации, к аннексии Крыма, к конфликте на Донбассе. Также введены те или иные санкции. И сейчас верифицировать, что это у нас война в правовом поле, это уже поздно. Надо было сделать с самого начала, и, возможно, у нас было бы значительно больше шансов на более резкий, на более даже благоприятный исход по сравнению с тем, что мы имели. А что остается тогда у нас сейчас, чтобы вывести и Минский процесс, как вы сказали, и вообще все другие вопросы, которые находятся сейчас в стагнации? Я бы не сказала, что смотря с чем сравнивать, что сейчас Минский процесс стагнации. Если сравнивать с 17-м, с 16-м годом, то тут мы не имеем стагнации. У нас было... Как же Россия всегда блокирует все переговоры по последним данным сейчас? Конечно, она блокирует, она всегда будет пытаться блокировать и всегда будет блокировать.
просто с переменным успехом. И я имею в виду, что если сравнивать то, что в 2017-2018 году, ну, до изменения несколько политических тенденций в силу нового президента, мы вообще и шли очень понятно к замороженному конфликту, как это называлось, стабилизированный конфликт. Но стабилизированный, когда гибнет 1, 2, 3 воина в неделю и еще больше раненых, это люди не понимают такого стабилизированного конфликта. Кроме того, замороженный, я его назову, конфликт, условно, он вообще не давал нам шанса на каком-то обозримом будущем, пока дети не те, которые родились уже, например, ну, де-факто не в Украине, да, не станут совершеннолетними на какие-либо изменения. А это катастрофически для будущего консолидированной страны. Потому, если сравнивать с 17-18, сейчас процесс Минских соглашений, он разморожен, и более-менее хотя бы мы движемся. Да, к Минску мы еще с вами вернемся и обговорим, учитывая, что есть некоторые заявления свежие. Но для начала я предлагаю принять звонок. Нам позвонил наш зритель. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Добрый представьтесь, вечер. пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Я из Крыма. Я хотел бы задать вопрос депутату. Да, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, какими соображениями руководствовались европейские политики, восстанавливая членство России в ОБСЕ, когда вы перечислили весь кейс их достижений на фоне этих новичков, агрессии и т.д. и т.п. Так что получается, что экономическая целесообразность преобладает над ценностями? Мгм. Спасибо. Загонус. Вопрос был по ОБСЕ? Я так понимаю, про ОБСЕ, да. По ПАРЕ, наверное. Наверное, про парламентскую ассамблею Совета Европы, где возобновили полномочия Российской Федерации, насколько я понимаю, потому что с ОБСЕ РФ никто не исключал. Да. Да, наверное, про парламентскую ассамблею. Про парламентскую ассамблею, ну, у меня тоже вопрос, какими соображениями они руководствовались, потому что постоянно велась работа, аргументы были очевидными, контраргументы вызывали сомнения, это длительно уже оговаривалось. У меня такой же вопрос, как и у человека, который, я очень благодарна, как я понимаю, это с Крыма, Да, да? с Крыма был. Непосредственно наш гражданин. Мы не имеем ответа на этот вопрос. Ну, Мы тут- считаем, что это было неприемлемое решение и решение, которое ведет к так называемому подыгрыванию и дальнейшему усугублению неблагоприятной обстановки международного сотрудничества Но вам и не прав и представляете- свобод человека. Вам не представляется, что это было сделано для экономических ценностей, которые важны для Европейского Союза, потому что после того, как Россию исключили из ПАСЕ, а именно лишили ее полномочий, то она прекратила свои членские взносы в парламентскую ассамблею. Это очень небольшие деньги и небольшие экономические аспекты по сравнению с, ну, и даже если мы не говорим о ценностных, да, но политических угрозах и угрозах национальной безопасности стран Европейского Союза, стран Европы. Потому что мы также можем говорить о Северном потоке-2, который аргументируется со стороны Германии, что это в первую очередь экономически целесообразность. Но нет, это вопрос энергетической безопасности. И фактически, получая некоторые экономические преференции в будущем, как вероятный хаб, да, по распределению ресурса из Северного потока-2 по Европе, Германия фактически приносит в жертву часть своей национальной безопасности. Потому При этом они не собираются отказываться от Северного потока. Для них этот проект стал уже как священной коровой. Ну, и да, и нет. Сейчас, как мы знаем, что после отравления Навального несколько информационное поле и политическая перспектива изменилась. Посмотрим, какой эффект мы будем иметь в конце.
В ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 российских кораблей и катеров. Накануне сообщалось, что в рамках стартовавших в России 21 сентября стратегических командно-штабных учений приведены в боевую готовность истребители на территории оккупированного Крыма. Секретарь РНБО Алексей Данилов, комментируя эти учения, сказал следующее. Україна уважно слідкує за перебігом російських військових навчань «Кавказ-2020», аби своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці. Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич считает, что интересы крымчан оккупационной власти не беспокоят. Он только занимается усилением военного присутствия на полуострове. Предлагаю послушать. По-перше, це робиться перманентно, тому що кримчани не потрібні Росії. Крим потрібен лише як військовий плацдарм на території Середземноморського басейну. Саме тому туди була переміщена надзвичайно велика кількість найновішого озброєння. Главный редактор интернет-ресурса Black Sea News Андрей Клименко на своей странице в Facebook опубликовал карты и подписал их следующим образом. Я попрошу наших режиссеров вывести эту карту на экраны. Новая карта с военно-морскими игрищами в Российской Федерации в Черном море по состоянию на 21.09.20. А вторая карта — это русские ужасы в Арктике. Ни одна страна такого не делает. Короче, да здравствует свобода судоходства, написал на своей странице в Facebook Андрей Клименко. Вот мы видим по периметру, но это Арктика, вот по периметру времена оккупированного Крыма, как российские ВМС расположились, это непосредственно вопрос национальной безопасности нашей страны. Вы являетесь заместителем главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Как вы это прокомментируете? Как мы можем на это влиять? Можем ли? Ну, это не первый и не последний раз. Такие учения они проводят постоянно в разных локациях, которые чувствительны для Украины. Соответственно, мы с нашей стороны это мониторинг того, что происходит, и рутинные ли учения, ну, условно рутинные, да, или что-либо меняется, что должно насторожить. Также мы на постоянной связи с нашими партнерами, это и вопрос обмена информацией, данными, и, конечно же, всегда проводим в той или иной мере так называемые зеркальные учения, то есть в той локации, где происходит учение с их стороны, в той мере, в которой мы можем, мы тоже проводим некоторые учения. То есть, ну вот такая паритетная ситуация, я бы ее откомментировала, что мы знаем, что вы там делаете, мы бдительны, мы следим, и мы готовы. Мы готовы в той мере, в которой готова Украина как таковая. А зачем вот это вот делается? Как вы думаете, вот учитывая оккупированный Крым, учитывая милитаризацию полуострова, о чем вы хорошо знаете, да, то, что там располагаются зенитно-ракетные комплексы С-400, «Триумф» и не только, и даже какая-то часть экспертов говорит, что Российская Федерация уже туда завезла ядерные боеголовки и так далее. Что этим кому и хочет показать Путин? И как мы можем? Мы можем какие-то меры предпринимать, не просто отслеживать, а, возможно, какое-то санкционное давление усиливать, ужесточать? Санкционное давление — это как внутренние санкции, которые мы постоянно держим тоже под контролем, несколько обновляем, там вводим ДТП. Следующее — это внешние санкции, это уже в корреляции и в координации с нашими партнерами. Тоже процесс присутствует, главное, чтобы он не уменьшался, а при тех или иных новых эпизодах увеличивался. Россия же не только против нас действует, вот она и внутренних оппозиционеров там травит, и все остальное. Это тоже влияет на восприятие со стороны мира и в то же время провоцирует новые санкционные меры и новые меры как таковые. А с нашей стороны, что мы в первую очередь мы должны усиливать наши вооруженные силы, делать их как можно более современными, как можно более готовыми, как можно более именно готовыми к
тем вызовам, к тем предположительным сценариям, которые могут реализоваться. А это в том числе и возможно при надлежащей стратегии. Также наведу пример и вспомню, что недавно президент подписал новую стратегию национальной безопасности, а это такой рамочный документ. Да, мы ее дольше делали, чем предполагали с самого начала, но там она очень важна относительно дефиниции, относительно документа, который определяет рамку, в которой мы действуем и которую транслируем в том числе и для мира по нашему восприятию и по приоритетам национальной безопасности. И там как раз есть 3 основных пункта. Это относительно стойкости, это сдерживание и это взаимодействие. В порядке именно сдерживания, стойкость. Resilience, кстати, это именно международный термин, очень современный в том, как сейчас используется в мире, а именно в первую очередь в НАТО. Это как раз адаптативность и в то же время готовность противостоять вызовам и взаимодействие с нашими актуальными и потенциальными партнерами. То есть тут простого вывода и простого ответа нет. Надо быть бдительными, улучшать свои возможности. С нами сейчас на прямой связи Заир Смедля, это глава избирательной комиссии Курултая крымских татар. С нами сейчас на прямой связи. Заир ага, селям алейкум. Алейкум селям. Заир ага, про воду хотели мы с вами поговорить. Как известно, в Крыму очень сложная критическая ситуация складывается с наполняемостью водохранилищ. В Симферопольском Бахчисарайском районе уже по графикам дают воду всего лишь утром по 2 часа, вечером по 2 часа. Расскажите поподробнее, действительно ли такая критическая ситуация сегодня в Крыму с водой? Ну, я как ранее говорил, и сейчас остаюсь при своем мнении, власти Крыма делают все, чтобы эта проблема была еще глубже, еще шире. То есть это, с одной стороны, увеличение количества населения Крыма, строительство новых домов, увеличение количества присутствия здесь и военных, и силовиков. Они все тоже потребляют воду. С одной стороны. С другой стороны, это те проекты, когда вода из одного пересохшего водоема перегоняется в другой, чтобы по пути была растеряна вся. Плюс это без ограничения, когда тратятся подземные воды, питьевые на поливы. Ну, то есть сегодня создается та ситуация, которая в свое время создавалась в Крыму после аннексии Крыма в 1783 году. Делается все, чтобы Крым покинули крымские татары, как это было тогда, из 8-миллионного Крыма осталось несколько сот тысяч человек. Сегодня я вижу основную задачу властей Крыма. Заир ага, вот сейчас оккупационные власти предпринимают ряд мер, к примеру, перебрасывают с Тайганского Белогорского водохранилища в Симферополь и тем самым пытаются снабжать Симферополь водой. Насколько устойчиво выглядит вот эта вот конструкция и насколько долгосрочным может быть эффект? Это, кроме как отмывания денег, такой проект ничем иным не назовешь. Тот этот чудо-самолет, который «Золотой дождь» посылает. То же самое и вот это вот 15 труб, которые с Тайганского водохранилища перебрасывают. Благодаря этому процессу уже воды в Тарасу практически не осталось. Сейчас такая проблема может возникнуть в Тарасу-Базарском районе. А то, что прибывает в Симферополь, оно просто уходит в землю и испаряется. То есть эффект от потраченных миллионов равен нулю. Сагул нас. Заир Смедля, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымских татар, был с нами на прямой связи. Это Шекурлерна Бальдеремс. Как вы считаете, на что может пойти Путин ради открытия доступа Северокрымского канала?
Ну, насколько я помню, мы даже тут несколько дискутировали по этому поводу. Нельзя просто так снова открыть Северно-Крымский канал. Он сейчас в состоянии, в котором его нельзя использовать. То есть его нужно восстановить и потратить очень много средств. И также нужно получить контроль над системой шлюзов, которая находится на территории Украины. И чтобы получить контроль над этой системой, в общей сложности над этой искусственной рекой и с ее двигателем, условно говоря, и также с водными ресурсами, из которых она черпает воду. Ну, извините, я несколько так описала, но тем не менее, 3 составляющих основных. Это канал, это насосная система и это непосредственный ресурс водный. Это нужно зайти на территорию Украины и притом оккупировать, взять под контроль 2 области. Соответственно, насколько он готов, ну давайте все-таки это наиболее очевидный вопрос, что на такое не готов. И даже если мы бы рассматривали какой-то вариант диверсии, когда захватывают шлюзы, и там открывают их, пускают воду в канал, над ними нужно держать контроль. И они даже не сработают, потому что снова-таки состояние канала и там поэтапное перекрытие не дает возможность быстро восстановить. Но тут же вопрос даже не о военной угрозе, но это тоже в том числе оговаривается. Но тут еще и политический же есть аспект. Вы же видите, сейчас оккупанты апеллируют к Организации Объединенных Наций. То есть они пытаются убедить ООН в том, что в Крыму гуманитарная катастрофа, тем самым вынудить Украину, украинскую власть сегодня подать воду в Крым. А вот это уже политический аспект. То есть мы сначала поговорили о военно-техническом. Относительно политическом, ну, что им остается? Если мы, к сожалению, ситуация такова, что без ирригационной системы Крым будет возвращаться в свое естественное состояние, которое было до Второй мировой войны, было столетиями, это степь. Я не географ, не эколог, чтобы оперировать корректными терминами, но если просто, то это соленая земля и степь, непригодная для расширенного сельского хозяйства. И дальше узкая кромка горная, которая, ну, имеет другой климат, субтропический. Соответственно, чтобы только ирригационная система может обеспечивать то состояние, в котором был Крым до 2014 года. Притом такое состояние, оно развивалось, изменение экосистемы постепенно, несколько десятилетий. Потому что каковы действия России в такой ситуации? Они не могут обеспечить воду в таких масштабах. То есть экосистема сейчас неуклонно возвращается в свое естественное состояние. Они не могут произвести какую-либо войсковую операцию, потому что это будет некоторый казус белли. И он уже не будет скрытый, и уже нельзя будет произвести это потом сценарию, который был с аннексией Крыма. И третье, у них остается политическая арена, но тем не менее в силу того, что этот процесс по Крыму дискредитирован, Россия дискредитирована в нем априори, соответственно, конечно, перспективы такого политического взаимодействия, они довольно обманчивы. И ваша коллега Інна Совсун с нами сейчас на прямой связи, это народный депутат фракции «Голос». Витаю вас, пані Інна. Доброго вечера. Да, вот мы сейчас обговариваем ситуацию с водой, критическую ситуацию с водой на территории Крыма. Как вы считаете, может ли эта ситуация вынудить Россию пойти на переговоры по деоккупации полуострова? На превеликий жаль, я не думаю, що страждання кримчан примушують Росію будь-яким чином змінювати свою стратегію поведінки. Ми бачимо, що насправді в основі прийняття рішень Російською Федерацією і особисто Путіним не лежать інтереси кримчан, а політичні амбіції, особисті амбіції, що завгодно ще, але не ті проблеми, з якими стикаються кримчани, мешканці індустрії і так далі. Тому, на жаль, я не думаю, що це змусить Росію якось передумати
Тому що Росія розуміє одну мову – це мову сили, мову тиску. Це єдина мова, на яку вона реагує. И вот следующая тема, которую тоже хотим с вами обсудить. Вчера председатель украинской делегации в ТГК по Донбассу Леонид Кравчук сказал, что Россия и представители формирования ОРДЛО блокируют всю работу ТКГ, пока украинский парламент не изменит постановление о местных выборах. И в пятницу вице-премьер Резников выступал с трибуны Верховной Рады Украины и попросил народных депутатов принять некое мудрое решение, которое бы разблокировало этот переговорный процесс. Чего ждет, как вы думаете, от вас Резников и насколько вероятно изменение постановления Верховной Рады? Представники переговорної групи, які неодноразово вже приходили в парламент, зараз вимагають від українського парламенту одного – по факту піти на ультиматум Путіна, погодитися на ті вимоги, які визначив Путін. Це щось, на що український парламент відмовлявся йти до цього. І зараз вони намагаються тиснути сильніше. Зараз ведуться дуже активні переговори всередині різних політичних партій, в першу чергу, звичайно, партії «Слуга народу», для того, аби було змінене рішення по проведенню місцевих виборів і аби було дозволено провести вибори на окупованих територіях Донбасу. Це триває вже декілька місяців. Вже декілька місяців цей тиск на народних депутатів здійснюється. Вочевидь, тому що зараз позиція української влади є такою, що зараз треба максимально піти на зустріч Путіну. Чи то тому, що президент Зеленський побачив прагнення миру в очах Путіна, чи через що завгодно ще, але в будь-якому випадку зараз позиція української влади – це позиція поступок, це позиція слабка, це позиція здачі українських інтересів. Дякую вам. Інна Совсун, народний депутат України, фракції «Голос», була з нами на прямому зв'язку. У нас не так много времени, буквально минут 5 до завершения нашего эфира. У меня еще есть две темы, которые я хочу успеть обсудить. Но относительно вот этой. Как вы думаете, попадет ли в зал Верховной Рады Украины измененный проект постановления Верховной Рады о местных выборах? Да, но я тут тоже вспомню и господина Резникова относительно того, что ТКГ — это консультативно-дорадчий орган, да, и, соответственно, он не принимает решений. Это в то же время орган, некоторая платформа диалога. То есть они генерируют те или иные сценарии, те или иные пропозиции, а уже дальше руководство страны, руководство двух стран, а дальше еще больше, ну, в формате нормандском, ну, принимает те или иные решения. А относительно постановления, на данный момент я вспомню то, что комментировал глава Верховной Рады, что любые изменения относительно выборов, они должны быть не менее чем за 90 дней, насколько я помню. Соответственно, де-факто технически это невозможно. То есть это тоже определенная, конечно, определенный субстрат для дискуссий, как внутрифракционных, так и парламентских. Мы помним, что разные люди... Вопрос во фракции? Мы обсуждали, также мы даже запланировали фракцию еще дополнительно, чтобы послушать и поговорить с Резниковым по этому поводу, но он заболел, и это действительно это так. Соответственно, ну... Коронавирусом? Нет, это ангина, он говорил даже, когда выступал. Нет, на данный момент это не предполагается возможным. Конечно, что у меня вызвало, я очень кратко, буквально 30 секунд. Невосприятие — это когда наши молодые политики бросаются вот такой лирикой. Ну, вы тоже молодая политика. Да, но, знаете, работая в настолько сложном государстве, в сложной геополитической обстановке, нужно все-таки пытаться избегать вот таких лирических отступлений, потому что они даже немножко кластерно именно бьют по одному самому важному, по нацбезопасности, потому что они формируют те или иные негативные тенденции, в том числе в обществе. Но всегда можно переговорить в более профессиональном политическом ключе. Обязательно. Давайте тема Беларуси у нас еще есть. Я хочу успеть ее обсудить. С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редактора. Алло, здравствуйте, Павел Усов.
с нами на прямой Добрый связи. вечер. Павел, добрый вечер. Да, сегодня, как стало известно, министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к жесткому подавлению там мирных протестов. Об этом заявила верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Как вы считаете, чем это все закончится в Беларуси и каким образом может отразиться на Украине? Вот буквально 3 минутки. Вы имеете в виду отказ ввести санкции или то, что происходит Нет, в все то, Беларуси? что происходит сегодня в Беларуси. Но это непосредственно будет связано с Украиной, сразу отвечаю на ваш вопрос, потому что если останется нынешний режим и Лукашенко у власти, то это курс на глубокую интеграцию с Россией. Соответственно, Беларусь станет еще одной базой для российских войск и дополнительной угрозой для национальной безопасности Украины. В принципе, мы уже сейчас имеем довольно напряженные отношения между официальным Минском и Киевом. Мы знаем, что украинская сторона, я считаю, это правильно сделала, в какой-то степени заморозила дипотношения с Беларусью по причине и того, что официальный Минск обвинил Украину в том, что именно Украина одна из тех стран, которая дестабилизирует ситуацию в Беларуси, и по факту выдачи боевиков Вагнера России, несмотря на запрос Украины. То есть мы видим, что официальный Минск будет продолжать ту политику поддержки России, скорее всего, радикализируется даже, если говорить о поддержке Москвы в плане Украины. Возможно, стоит ожидать даже признания по факту Крыма частью России, что еще официальный Минск пока не сделал, но, скорее всего, в свете нынешних событий это произойдет. Более того, глубокая интеграция приведет к тому, что на территории Беларуси появится военная база России. Пока что этот вопрос был в подвешенном состоянии с 2015-2016 года, но, скорее всего, к этому опять стороны вернутся. Ну и фактически Беларусь превратится в дополнительное стратегическое пространство для российских интересов и продвижения этих интересов не только в отношении Украины, но и стран Балтії і Польщі. Дуже дякую вам за голос. Павел Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогноз, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну, у нас буквально 20 секунд до завершения нашего эфира. Как это все отразится на Украине в вопросе национальной безопасности? Но, к сожалению, мы тут можем признать, что любые сценарии, которые дальше будут развиваться в Беларуси, будут вести к сближению с Россией, потому что ослабленный Лукашенко, он более сговорчивый относительно русского влияния. Оппозиция не была фактически следствием воспитания, какого-то самовоспитания политических элит, и, соответственно, она предположительно более контролируемая с внешней стороны, в первую очередь с агрессивной внешней стороны, это Российская Федерация. Но тут как раз мы старались быть где-то посередине, то есть, конечно, делать акцент на права человека, на то, что это неприемлемо, но в то же время не делать очень резких движений. Мы использовали дипломатические методы, отзыв посла и т.д. и т.п. На данный момент тут вопрос только о консолидации вместе с Европой, чтобы все-таки Беларусь в перспективе получила какой-то шанс на развитие демократии. Дякую вам. Народний депутат України, фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла була гостем нашей студии. Ну а я с вами вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через несколько минут смотрите «Прайм Уждабаев Коршкенч».